Мошенники обманули на 500 000 рублей 6 жителей Мирнинского района Якутии. По сообщению МВД по региону, 65-летней пенсионерке из Мирного после полуночи позвонил мужчина, который представился работником банка из Москвы и сообщил, что на ее банковском счете зарегистрированы незаконные действия. Пожилая женщина не захотела с ним общаться, тогда лжеспециалист сообщил о передаче дела в органы прокуратуры. Через несколько минут ей перезвонила женщина и, представившись сотрудницей прокуратуры, запросила данные всех банковских карт, а также попросила продиктовать коды из СМС-сообщений. Потерпевшая продиктовала ей данные, а на следующий день обнаружила, что с ее карт похищено более 68,5 тысяч рублей. Другая 57-летняя жительница района поверила лжесотруднику банка, который под предлогом защиты средств от мошенников запросил у нее конфиденциальную информацию о счете и банковской карте. В итоге мошенники похитили у нее 128 тысяч рублей. Еще одной 58-летней жительнице Мирного поступил звонок от молодого человека, который представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что из-за технического сбоя ей ошибочно была подключена платная услуга «Автоплатеж», поэтому с ее абонентского счета ежедневно списывалось по 4 рубля. Теперь компания готова возместить расходы, и ей полагается возврат в общей сумме около 3000 рублей. Для зачисления денег лжеменеджер попросил продиктовать данные карты и коды из СМС-сообщений, что и сделала потерпевшая, после чего обнаружила, что с ее счета списано около 116 тысяч рублей. По такой же схеме лжесотрудники компании-оператора связи обманули еще 3 жителей Мирнинского района. Потерпевшие были уверены, что разговаривают с менеджером, который хочет вернуть им переплаченные деньги, и сообщали все запрашиваемые данные. Мужчина поджег 84 рулона сена и 157 кубометров лиственницы осенью прошлого года из хулиганских побуждений в Намском районе Якутии. По информации регионального МВД, в 13 километрах от села Крест-Кытыл Намского района произошел лесной пожар на общей площади 70 гектаров. Огонь уничтожил 84 рулона заготовленного сена, принадлежащих 3 местным жителям. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 53-летний мужчина из хулиганских побуждений поджег заготовленные рулоны сена, облив их горючей жидкостью. В результате пожар распространился на лес, разрушив около 157 кубометров лиственницы. Материальный ущерб лесному фонду составил более 13 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям уничтожения или повреждения лесных насаждений и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ранее судимая жительница Алдана заключена под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть соперницы. Об этом сообщает Следком Якутии. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Пьяная 34-летняя женщина 14 января этого года избила потерпевшую. Женщина получила множественные телесные повреждения головы, тела, переломы ребер, кровоизлияние мягких тканей. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Как позже обвиняемая пояснила следователю, мотивом избиения стало чувство ревности к сожителю. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Местный житель был признан безработным, и ему назначено пособие. Однако впоследствии, трудоустроившись в бюджетное учреждение, он не сообщил в орган занятости об этом и неправомерно продолжал в течение 2 месяцев получать одновременно заработную плату и пособие. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании за мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений. Бывший начальник отделения почтовой связи Сунтарского района обвиняется в хищении денег в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В ее отношении возбудили уголовное дело. По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение и имея доступ к деньгам, с 2019 года присвоила более 254 тысяч рублей. Главный инженер акционерного общества обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии совместно с прокуратурой выявили факт получения взятки отделочными материалами, мягкой и корпусной мебелью, предметами интерьера общей стоимостью около 4 миллионов рублей должностным лицом одного из акционерных обществ республики. Мужчина задержан. 46-летний главный инженер, используя свое служебное положение, получил от директора подрядной организации взятку в виде товарно-материальных ценностей для оснащения своей квартиры, находящейся за пределами республики, за беспрепятственную приемку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией, и обоснование перед руководителем акционерного общества о необходимости перечисления авансовых платежей в пользу подрядчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Следователи завершили расследование убийства в Сунтарском районе.
Обвиняемый, ранее судимый, 23-летний местный житель. 3 июля прошлого года компания молодых людей распивала спиртные напитки. Позже один из участников застолья ушел домой, а через некоторое время обвиняемый направился вслед за ним, разбудил уже спящего мужчину и позвал на улицу. Потерпевший высказал ему претензии по поводу ночного визита, в результате чего между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый повалил потерпевшего на землю и, взяв в руки металлическую трубу, 9 раз ударил потерпевшего по голове. От полученных травм потерпевший скончался в ту же ночь в карете скорой помощи. В Следственном комитете отмечают, что обвиняемый не признал вину, но следователи собрали достаточно доказательств.